Добрый день, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию поэтический вечер «Чужого горя не бывает», посвященный творчеству Константина Михайловича Симонова. Жизнь и творчество Константина Симонова – явление по-настоящему масштабное, неординарное. Он был писатель неограниченного размаха, поэт, прозаик, публицист, драматург, кинодраматург с мировым именем и с мировой известностью. Константин Михайлович начал печататься в 19 лет, а в 27 он уже лауреат Сталинской премии СССР. А потом он лауреат 6 сталинских премий и Ленинской премии, имел звание Героя социалистического труда, 3 ордена Ленина, орден Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны первой степени, орден Знак почета и много других наград. Родился он в 1915 году в Петрограде. Детство провел в Рязани и Саратове. Из-за переездов в связи с военной профессией отчима в 1931 году семья переехала в Москву. Симонов закончил ФЗУ, фабрично-заводское училище, работал токарем на заводе. В это же время начал писать стихи. В 1934 году поступил в литературный институт имени Горького. С 1936 года начал печататься. Первое стихотворение, которое принесло Симонову известность, «Генерал». Оно было посвящено герою войны в Испании, венгерскому коммунисту Мате Залка. 1939 год был знаковым для Симонова. Он побывал на первой своей войне на Халхин-Голе, привез оттуда книгу новых стихов. Творческая жизнь Константина Михайловича складывалась удачно. Он много пишет, печатается. Его пьесу «Парень из нашего города», посвященную войне в Испании, ставят в театре. Жизнь его идет в ускоренном темпе. В 1940-41 годах Симонов окончил курсы военных корреспондентов при военно-политической академии. Когда началась Великая Отечественная война, Симонов становится военным корреспондентом. В военной печати он очень скоро зарекомендовал себя первоклассным журналистом. В газете «Красная звезда» занял одно из ведущих мест. Симонов пробирался в самое пекло боя. Не останавливали его трудности и опасности. В 1941 году он оказался в Севастополе и очень хотел попасть в Констанцу, румынский порт, чтобы написать очерк, но ему отказали. Тогда он оговорил командование флота, и его взяли на подводную лодку, шедшую к румынским берегам, для минирования. Симонов был на полях Московской битвы. Был под Ржевом, был в Сталинграде, и отчаянно трудные сентябрьские дни и ночи 1942 года был в Приполярье. Он побывал почти на всех фронтах Великой Отечественной. В Отечественную войну работу в «Красной звезде», как и на Халхин-Голе, Симонов начал со стихов. Но жизнь сразу повернула его к прозе. Шли тяжелые бои, а это не всегда укладывалось в стихотворную форму. Но писал он и стихи. «Безымянное поле», «Убей его». А стихотворение «Убей его» один фронтовик, танкист, сказал: «Я бы присвоил этому стихотворению звание Героя Советского Союза. Оно убило гитлеровцев больше, чем самый меткий снайпер». В январе 1942 года газета «Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня». И поэт Константин Симонов стал всенародно известен. Он сумел угадать самое главное, самое всеобщее, написал то, что было жизненным, необходимо ему самому. Стихи вышли с посвящением ВС, но секрета в этом больше не было. Все знали, кто это ВС. А в следующем, 1943 году, на экран вышел фильм «Жди меня», и главную роль в нем исполнила ВС Валентина Серова. Вся симоновская лирика военных лет, весь сборник «С тобой и без тебя» был горячо принят читателями. За стихами стояло то всеобщее и грандиозное «Война и любовь».
Константин Симонов был потрясающе работоспособен. Его перу принадлежат лирические стихи и поэмы, очерки и рассказы, повести и романы, пьесы и сценарии, мемуары и дневниковые записи. Собрание его сочинения составило 11 томов. 15 лет Константин Симонов работал над трилогией «Живые и мертвые». Это самое капитальное из того, что написано о войне, писал поэт Алексей Сурков. Произведения Константина Симонова сыграли огромную роль в духовной жизни нашего народа в годы войны и навсегда остались в его памяти. Они стали такой же приметой той суровой поры, как голос Левитана, читавшего суровые сводки Софинформбюро, как грозная мелодия священной войны, названия знаменитых сражений, имена прославленных полководцев. Кончилась война, а Симонову нет еще и 30. Работающий всю войну, не зная отдыха и передышек, он и теперь не имеет времени, чтобы оглянуться. По первому зову, по первому ночному звонку из редакции, писал о нем поэт Антокольский, он мог сорваться куда угодно, на крайний север и на Дальний Восток, в среднеазиатские республики, лишь бы своими глазами увидеть заново строящийся мир. Симонов объездил полсвета, побывал в США, Германии, Японии, во Вьетнаме и многих других странах. Любознательность, писательский и общественный темперамент ведут его по всей стране, по всему миру. И все эти годы он неустанно записывал воспоминания солдат о войне, которые легли в основу литературных произведений, документальных и художественных фильмов. Он считал, что если люди хотят жить в мире, они должны помнить о той страшной войне. Симонов умер не в бою, а в больничной постели от тяжелой болезни 28 августа 1979 года. На 6-м километре дороги из Могилева в Бобруйск сквозь деревья видна площадка с большим диким камнем. Что это? Памятник? У камня всегда цветы и высечено имя Константин Симонов. Это память о человеке, чья жизнь была связана крепко с судьбой тех, кто воевал с живыми и мертвыми. С тыльной стороны камня летает доска. Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах. Здесь недалеко сохранились остатки рва, чтобы остановить танки. Но их остановил не ров, а люди, тут и полегшие. Симонов видел, как это было, помнил об этом всю свою жизнь. Каждая эпоха рождает художников, которые всем существом, всеми мыслями, всей жизнью, всем творчеством очень точно соответствуют именно этому времени, именно этому народу. Они родились для того, чтобы стать выразителями этой эпохи. Вот таким поразительно современным художником был Константин Михайлович Симонов. А сейчас послушайте, пожалуйста, стихи и песни на стихи Константина Симонова в исполнении самодеятельных актеров театра книги «Балаганчик». Константин Симонов. Если Бог нас своим могуществом, если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он: выбирай? Мне не надо в раю тоскующий, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила, злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою, ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании
боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб мирнее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если б было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собой бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня. Константин Симонов Алексею Суркову. Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождей их в груди. Как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас прости», и снова себя называли солдатками, как сталь повелось на Великой Руси. Слезами измеренной чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром, сойдясь, наши прадеды молятся за Бога неверующих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина, не дом городской, где я празднично жил, а эти поселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорогой, тоской от села до села, со вдовьей слезою и песней русскою впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солопничке плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити. Мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мною их идут голоса. По русским обычаям, только пожарище на русской земле раскидав позади, на наших глазах умирали товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поняв, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой, провожая нас, русская женщина по-русски 3 раза меня обняла. 1941 год. Дугу женщина под черную косынкой пляшет на вертящемся кругу, одержимой яростною верой в то, что он когда-нибудь придет. Вечные слова «Лютый квуэро» пляшущая женщина поет. В дымной, замерзающей землянке
Под накатом бревен и земли человек в тулупе и ушанке говорит, чтоб снова завели. У огня, где жарятся консервы, греет свои раны он сейчас. Под Мадридом продырявлен в первый и под Сталинградом в 5-й раз. Он глаза устало закрывает, он да песня, больше никого. Он тоскует, может быть, кто знает, кто спросить посмеет у него. Проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки. Южная пластинка, замерзая, делает последние круги. Светит догорающая лампа, выстрелы до снега синева. На одной из улочек далека. Если ты сейчас еще жива, если бы неведомую силой вдруг тебя в землянку залучить, где он, тот голубоглазый милый, тот, кого любила ты спросить? Ты, подняв опущенные веки, не узнала прежнего того в грузном, посидевшем человеке, в новом грозном имени его. Что ж, пора. Поправив автоматы, встанут все. Но, подойдя к дверям, вдруг он вспомнит и мигнет солдат. Ну-ка, заведи вдогонку нам. Тонкий луч за ним блеснет из двери, и метель их сразу обовьет. Но, как прежде, радуясь и веря, женщина вослед им запоет. Потеряв в снегах его из виду, пусть она поет еще и ждет. Генерал упрям, он до Мадрида все равно когда-нибудь дойдет.